Дорогие друзья, тема, о которой мне хотелось бы сегодня поговорить, на самом деле очень актуальная. Это тема повышения престижа национальной литературы, в нашем случае удмуртской литературы, в общемировом и в общероссийском культурном литературном пространстве. Действительно, очень сложно пробиваться молодым литераторам, начинающим литераторам, людям, которые пишут на национальных языках, на удмуртском языке. Потому что в любом случае молодой писатель, представитель нового поколения, это человек амбициозный. Он хочет обретать, открывать, показывать себя, свои произведения совершенно на другом уровне, в других, более значимых, развернутых масштабах. А реальность такова, что повсюду ограничения, границы, языковые границы, культурные границы, границы истеблишментов, социумов. И даже очень интересному, оригинальному национальному писателю очень сложно преодолеть эти границы, выйти на новый этап, на новый уровень. И вы знаете, хотелось бы обозначить некоторые такие параметры, которые могли бы помочь молодым национальным писателям все-таки двигаться вперед, преодолевать эти объективные, может быть, субъективные трудности и обретать себя, и выводить свое творчество, свои тексты на какие-то новые горизонты. Ну, во-первых, я когда думаю об удмуртской литературе, мне всегда вспоминаются замечательные слова классика эстонской литературы Арво Валтона, который много лет переводил удмуртскую литературу, другие финно-угорские литературы на эстонский язык. И он, давая такую развернутую оценку литературам, сказал, что вы, удмурты, у вас совершенно потрясающая, очень богатая, интересная, разносторонняя литература. Вы ей должны гордиться. Я действительно это подтверждаю, абсолютно согласен с точки зрения Арво Валтона. Мы должны исходить из того, что в основе нашей литературы уникальная, очень интересная, разная литературная традиция, которой нужно подпитываться, отыскивать ее сильные точки роста, и уже двигаться вперед. С оглядкой на национальную литературу очень много писателей удмуртских, совершенно замечательных, особенно если мы возьмем поэзию. Я, например, часто, когда рассказываю об удмуртской литературе, говорю, что в ней очень сильно представлено поколение. Мое, на мой взгляд, наиболее интересное поколение литературное, в удмуртской словесности, это поколение родившихся в 60-е годы писателей. Это Петр Захаров, Виктор Шибанов, Михаил Федотов. Это та категория людей, Сергей Матвеев, это та категория людей, которые действительно вывели национальную литературу совершенно на новый уровень. Придет новое поколение, это будет новый рост, это будет новая дорога, новая вершина. Первый момент, на который я хотел бы обратить внимание, мы все существуем в пространстве множества языков. И, конечно, очень часто писатели, национальные писатели разных поколений задаются вопросом: я пишу на своем родном языке, носителей которого очень немного, а может быть, мне нужно перейти на другой язык, на русский язык, чтобы меня услышали, чтобы меня прочитали. Вы знаете, здесь у меня очень четкая точка зрения: писать надо на родном языке. Потому что когда вы пишете по-удмуртски, когда вы пишете по-татарски, по-марийски, вы находитесь в уникальном положении. Это нужно четко осознавать. Вы можете раскрывать такие темы, обращаться к мотивам, вы можете быть первыми. Понимаете, вы подпитываетесь своей традицией, и при этом вы можете быть абсолютно неповторимым писателем и интересным. Поэтому первая и главная ориентация на свой родной язык. И замечательная притча, часто ее связывают с именем классика калмыцкой литературы Давида Кугульдинова.
Однажды его старший учитель, старший коллега привел на берег Волги. Кугульдинов тогда тоже сомневался, метался. Он думал, что калмыцкий язык не даст ему такие просторы читателей, да, широту читательской аудитории, хотел перейти на русский. И старший коллега сказал Кугульдинову: видишь, какая большая река Волга. Если ты войдешь и помочишься, цвет воды не изменится. Все останется по-прежнему. Вот так и если ты перейдешь на русский язык и будешь писать по-русски, ничего не изменится, тебя никто не заметит, потому что тысячи, миллионы пишущих по-русски людей. Но если ты пишешь на родном языке, делаешь это хорошо, с осознанием своего долга перед родным языком, перед родной культурой, то действительно есть большой шанс, что ты взойдешь на этот литературный олимп своего народа, своей культуры, что это будет такой, если угодно, литературный брусиловский прорыв. Это очень важно понимать именно молодым писателям. Нельзя переключаться. Русских писателей много, русскоязычных писателей много. Не получится, надо быть объективным. Единицы только из национальных писателей могут так катапультироваться в большую русскую литературу. Это не выход. Выход – правильное движение в сторону родного языка. Здесь, конечно, и существуют, так сказать, еще более сложные какие-то тематические проекции, подкасты. Конечно, нужно продвигать свое творчество на разных языках. И в этом плане важно думать о переводческих перспективах. И когда ты пишешь на национальном языке тексты, нужно стараться, конечно, готовить подстрочники, учиться делать автопереводы. Потому что реальность такова, что переводчиков очень мало. Все именитые переводчики сосредоточены в Москве. Перевод вообще-то очень сложное дело. Этому ремеслу нужно учиться долго и сложно, осваивать огромное количество этих тонкостей, инструментов перевода. И не каждый человек сможет это сделать, но сделать хороший подстрочник должен уметь каждый писатель. Это вот априори, это обязательная такая программа для амбициозного молодого писателя. Учитесь делать качественные, точные подстрочники своих текстов на русский язык и предлагать. Очень важно вот в системе литературного процесса выстраивать творческие связи. В советское время они очень хорошо работали, и система взаимных переводов была очень развитой. Человек приезжает в другой регион, первое, что он делает, они обмениваются со своими коллегами переводами. Допустим, удмуртские писатели, поэты переведены на множество языков, да, на постсоветском пространстве, среди народов России. Это вот такой отголосок той реальности советской, когда люди интересовались творчеством друг друга и переводили. Поэтому ищите таких контактов продуктивных, чтобы ваши тексты появлялись на других языках. Здесь я вспомню очень интересный пример середины нулевых, когда был создан Удмуртский пен-клуб, и нам посчастливилось вместе с Петром Захаровым, с Ларисой Ореховой представлять удмуртскую поэзию в Париже, в знаменитом доме поэзии «Ля Maison de la Poésie». Это было уникальное во многом для тех лет, и на сегодняшний день событие. Удмуртская поэзия и на удмуртском, и в переводе на французский язык прозвучала. Я помню очень интересную реакцию французских поэтов и Жака Шантрапо, директора Дома поэзии. Они были очарованы и удивлены качеством удмуртской поэзии, и удивлены еще тому, что, оказывается, вот в их представлении удмуртская поэзия – это европейская поэзия, европоориентированная поэзия. И, в общем, была высокая оценка нашим текстам. Это тоже для них было открытие новой поэтической традиции, нового языка, новой культуры. Следующий момент –
И тоже очень важно, я сейчас говорю о именно совершенно разножанровом творчестве. То есть неважно, это поэзия, проза, драматургия, надо очень хорошо знать свою культуру. Нужно заставить себя обращаться к фольклору и к мифологии. Нужно вот включить эти внутренние ресурсы в себе, потому что чем уникальна удмуртская литература, чем мы можем заинтересовать большое количество людей только своей самобытной культурой, какими-то экзотическими символическими рядами, какими-то очень интересными, не похожими на другие народы, уникальными внутренними сюжетами. И мне вспоминается рассуждение нашего замечательного удмуртского этнографа, профессора Владимира Емельяновича Молодыкина. Он очень четко сказал, сформулировал, вот нащупал эту сильную сторону уникальную нашей духовной культуры. Он сказал, что чем глубже, чем дальше вглубь веков, тем более конкурентоспособна удмуртская культура. Это очень важное и точное замечание, потому что на уровне фольклора, на уровне мифологии мы являемся очень интересной частью мировой культуры. Мы можем предложить любому самому взыскательному, требовательному читателю, мы можем предложить уникальный набор каких-то мифологических фольклорных комбинаций, неповторимый, интересный. И вот молодой писатель, он всегда должен понимать, что наше вот это наследие, наше древнее наследие, фольклор, мифология, это те направления, те рельсы движения литературы, которые могут привести к большому успеху. Посмотрите, например, многие писатели, вырванные жизнью из своей традиции, ну, например, Салман Рушди, который был рожден в Индии, жил в Пакистане и обрел очень большую известность, уже проживая и работая в Великобритании, да. Другие писатели, тот же Исигура, японский писатель, который пишет на английском языке, это писатели, перешедшие как бы на большой язык, но они постоянно обращаются к сюжетам, источникам из своих культур. Это индийско-пакистанская тематика, это японская тематика, это то, что неизвестно большому миру или малоизвестно. Вот и вы, молодые писатели, предложите своим читателям, а в мысли вы должны держать большое количество читателей в будущем, да, предложите им именно сюжеты, образы из своей культуры, из удмуртской культуры, они будут интересны. Ищите, комбинируйте. Очень важный момент, литература – это открытая система. Отыскав вот эти вот мифологические сюжеты, интересности, вы должны понимать, что вы не должны замыкаться только на этом. Вы должны очень много читать. Это очень-очень важный момент. Любой писатель – это в первую очередь не пишущий человек, это в первую очередь человек читающий, да, homo ludens по латыни. Вот. И вы должны, прежде чем отважиться написать, предложить что-то читателю, прочесть огромное количество книг. Это и мировая классика, это русская классика, это, конечно, удмуртская классика. Мы почему-то забываем, что у нас есть действительно развитая, интересная литературная традиция. И это мировая современная литература. Нужно очень четко представлять, что же происходит сейчас в мировой литературе, какие жанры выдвигаются на первое место, какие темы волнуют, да? Условно говоря, феминизм, там, допустим, насилие, психологическая травма, глобальный кризис. Это все темы, есть определенный набор тем, который вот определяет развитие современной литературы. Это все нужно хорошо знать, прочувствовать, постараться пропустить через себя и привязать к своему языку
и к своей исходной родной культуре. Это очень важно. Тогда получится такой синтез, соединение своего, то, что внутри вас, своего языка, своего мировоззрения, своей мифологии и больших магистральных путей развития мировой литературы. Вот это тот рецепт, который непременно даст определенный положительный литературный эффект, который даст вам импульс развития, и вы сумеете действительно найти какие-то интересные формы творческого самовыражения.